воды на Лене. В столице республики превышена критическая отметка на 14 сантиметров. Избавиться от неприятного запаха во время паводка. Качество воды в Якутске станет еще лучше. За борьбу с коронавирусной инфекцией 2000 медиков республики получили дополнительные выплаты. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Уровень воды на Лене в столице республики превысил критическую отметку на 14 сантиметров. У Кангалас уровень воды составил 999 сантиметров при критической отметке 1000 сантиметров. У Табаги 956 сантиметров при критических 970. В ближайшие сутки подъем уровня воды по прогнозу продолжится. В настоящее время от Табаги до Кангаласы на реке Лена все равно идут повышение уровня воды и, возможно, достижение опасных критических отметок. И в настоящее время заторы льда наблюдаются выше и ниже гидропоста Кангаласа. Ниже от поселка Кангаласы заторы льда наблюдаются на протоке Будённовская, это около села Идейцы Намского района, где должны в настоящее время провести подрывные работы. В Намском Улусе продолжает действовать режим повышенной готовности. У села Имяхтах наблюдается подвижка на Будённовской протоке. Сегодня запланированы взрывные работы на Лене под селом Едейцы. Местных жителей переселяют на возвышенности, в летники и пункты временного размещения. И по отгону скота дети и пожилые старше 60 лет выехали в Намцы к родственникам и в Кызылсыр. Всего по району развернуты 13 пунктов временного размещения населения. На сегодняшний день опасность есть в населенном пункте Едейцы. На данный момент идет эвакуация жителей, эвакуация скота. Отключаем газ, электричество, потому что есть заторные явления напротив населенного пункта Кангаласы, где сейчас будут проводиться взрывные работы. И когда эти работы будут произведены, возможно, резко пойдет вода. Так, по Улусу у нас всего 12 населенных пунктов, подверженных затоплению. Пункты временного размещения у нас все подготовлены. Запасы воды, продуктов имеются. Также мы предусмотрели социальное дистанцирование в условиях коронавируса. На реке Амга нижняя кромка ледохода вышла в устье, верхняя кромка ниже 50 километров от населенного пункта Чимнаи. Вода поступает на пройменную территорию населенного пункта через речку Тоторгу. Уровень воды со стороны поймы постепенно повышается и подходит к дворовым территориям. Поступление воды через речку Тоторгу прекратится при понижении уровня воды ниже критического, то есть ниже 1155 сантиметров. В результате сохранения ледостава в устьевом участке возможен подпор прибывающей воды с ростом уровней выше по течению на реке Амга. Учитывая прогноз осадков и потепления, возможно увеличение водостока с боковых речек. В случае улучшения ситуации подготовлен временное размещение населения в здании спортзала средней общеобразовательной школы. Также произведен сгон скота и лошадей в безопасное место. В целом затопленных домов и дворовых территорий нет. Все объекты жизнеобеспечения населенного пункта работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем. Тем временем качество воды в Якутске станет еще лучше. На водоочистной станции заработало новое оборудование. Оно позволит избавиться от неприятного запаха, который появляется во время паводка. Подробности далее. В изначальном проекте новой станции, которую запустили в 2018 году, такое оборудование было предусмотрено, но от него отказались, чтобы снизить итоговую стоимость объекта. Однако работа станции в первый год после запуска показала, что такое оборудование необходимо установить. С этой задачей водоканальцы справились своими силами. Время показало, что вот это оборудование необходимо, и мы за счет собственных средств запускаем вот это оборудование. Полностью эта работа проведена
службами акционерного общества «Водоканал» города Якутска. Это ремонтно-механический цех. Ну и, конечно же, работники самой водозаборной станции. Отработали здесь наши технологи. Период паводка – это самое напряженное время работы для специалистов предприятия. Но наиболее ответственным оно становится для технологов, так как с приходом паводковых вод технология очистки меняется. А работа меняется полностью. Если зимнее время мы только делали фильтрование, хлорирование делали, теперь полная очистка. И реагентное хозяйство полностью подключены. Коагуляция и фильтрование все по полном цикле работает. К паводку в акционерном обществе «Водоканал» подготовились заранее. Провели необходимое обслуживание действующего оборудования, очистили емкости. Поэтому в том, что качество и надежность водоснабжения во время ледохода останется на высоком уровне, сомнений нет. Юрий Осипов при содействии акционерного общества «Водоканал». За последние сутки в России выявлено 10 028 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений 44,5%. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 4491 человек, подтверждено 96 летальных случаев с коронавирусом. Под медицинским наблюдением остаются 259 295 человек. В республике за минувшие сутки выявили 46 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе брифинга по эпидситуации в регионе. Всего в республике зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусной инфекцией. 146 человек полностью выздоровели, остальные получают необходимое лечение в стационарах региона. Ситуация у нас остается такой же напряженной, без особых изменений. За сутки вновь выявленных лиц с положительными анализами на коронавирусную инфекцию 46. И всего у нас с начала этой инфекции в республике тогда зарегистрировано 652 человека с коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки у нас 30 человек и выписано из больницы. Хочу сказать, что из этих 46 лиц с новой коронавирусной инфекцией подавляющее большинство город Якутск, 43 человека. Это в основном лица из ранее уже выявленного круга лиц контактных с ранее заболевшими, а также те, кто с ОРВИ находился под подозрением, тоже был изолирован. Более 2000 медиков республики, которые борются с коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты. Напомню, что в марте-апреле на эти цели из федерального бюджета было выделено более 102 миллионов рублей и 50 миллионов из республиканского бюджета. Так и из федеральных средств предусмотрены выплаты врачам 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу 50 и младшему 30 тысяч. Выплаты из республиканского бюджета врачам 66, среднему медперсоналу 40 и младшему 20 тысяч. Расчет производится исходя из объема выполненных работ. В настоящий момент наше отделение работает с больными с коронавирусной инфекцией. Правительством республики и Российской Федерации нам были назначены дополнительные выплаты. Правительство республики нам доплачивает 40 тысяч, а правительство Российской Федерации 50 тысяч рублей. Мы получаем их за фактически отработанное время. Мы благодарны правительству за материальную поддержку, которую они нам оказывают. Призываю всех жителей республики по возможности находиться дома. Надеюсь, что мы вместе преодолеем все невзгоды. В Алдане выплаты из республиканских средств получили 17 врачей, 82 работника из числа среднего медперсонала и 13 из числа младшего. Выплаты из федерального бюджета на сегодняшний день получили 15 врачей, 82 сотрудника среднего медперсонала и 7 младшего. Работа парикмахерских все еще запрещена в муниципальных образованиях, где продлен режим повышенной готовности и дополнительные ограничения до 31 мая. Эту информацию нам уточнили в Минпреде республики. Напомним, список населенных пунктов: Якутск, Жатай, Тикси, Нижний Бестях, Покровск, а также Ленский, Мирнинский, Алданский и Нерюнгринский районы. В торговых центрах разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и салонам сотовой связи. Также разрешили деятельность компаний, которые
оказывают бесконтактные бытовые услуги. Это ателье, химчистки, ремонт обуви или мобильных телефонов. То есть всех предприятий, где нет непосредственного контакта с клиентом. Кроме того, разрешено работать салоном красоты, имеющим медицинскую лицензию, а под запрет попадают 15 видов деятельности. Если деятельность вашей организации не попадает в этот список, то вам работать разрешено. До 31 мая все еще приостановлена деятельность и запрещена работа всех объектов общепита. Это кафе, рестораны, столовые, буфеты, бары, закусочные и так далее. Да? Кроме того, приостановлена деятельность культурно-досуговых организаций, там, кинотеатров, кинозалов, спортивно-досуговых организаций, фитнес и тренажерных залов, частных бань и саун, компьютерных клубов, компьютерных залов. Ну и особо хочу отметить, что не могут работать все еще до 31 мая, это парикмахерские в этих муниципальных образованиях. Ну, кроме того, есть ограничения по работе негосударственных дошкольных образовательных учреждений, частных библиотек, там, издательств и так дальше. Из карантина на ремонт. Таков план на ближайшее время у воспитателей детского сада Хатынчан села Кутана Алданского района. Отделочно-строительные работы будут производиться в первый месяц лета, а пока педагоги продолжают воспитывать и развивать дошколят дистанционно. Чем занимаются маленькие кутанинцы? Подробности у Татьяны Охниной. Поздравление ветеранам с Днем Победы подготовил коллектив детского сада Хатынчан села Кутана. Традиционно подготовка к 9 мая в садике проходит масштабно. В гости к детям приходят ветераны, проводят тематические занятия, посвященные сохранению памяти, устраиваются концерты и конкурсы. В связи с карантином организовать ряд мероприятий не представилось возможным, и в режиме соблюдения мер безопасности дети вместе с родителями приняли активное участие во всевозможных дистанционных проектах. Наш детский садик начинает посещать малыши с года. Сейчас детский сад является островком культуры, эстетики, красоты, воспитания сельских дошколят. Кутана – единственное село на Слега-Анамы. Село располагается в 600 километров от Алдана. В Кутане проживают чуть более 600 человек. В 3 группах хатынчан 44 воспитанника. С закрытием садика на карантин работа была переведена на дистанционные рельсы. Наши дети и родители вместе с педагогами принимают активное участие в дистанционных конкурсах. Так, по республике у нас 13 участий, всероссийский конкурс 17 участий, международный уровень 5. День космонавтики, День Якутии и праздник весны и труда не прошли для ребят незаметно. Удаленная работа, воплотившаяся в видеопроектах, стала насыщенной и интересной. Кроме того, в апреле особое внимание уделялось психологическому настрою дошколят. В связи с карантином весенний месячник проводилось в основном дистанционно. Родители и дети приняли активное участие в онлайн-опросах и акциях. Режим изоляции продлится до конца мая. Ожидается, что садик вновь примет воспитанников только в июле. После снятия ограничений в группах начнется ремонт. У нас утверждено строительство нового типового детского сада. Возлагаем большие надежды. На данный момент для нашего дошкольного учреждения и села строительство нового здания детского сада. Это главная задача и очень важное событие. Строительство садика – перспектива долгосрочная, а предположительный срок открытия хатынчан после ремонта родителей маленьких кутанинцев вполне устраивает. Отделочно-строительные работы в старом здании завершатся к поре сенокоса. Самоизоляция и меры профилактики оказались лучшими методами в борьбе с распространением коронавируса. Это доказал ряд стран, где показатели инфицированных начали снижаться. В Европе жесткие меры карантина сменяются на более мягкие, но об открытии государственных границ говорить пока рано. О том, как коронавирус сказался на жизни якутян, живущих в Чехии и Франции, Айсена Бурнашова. Кажется, этого дня ждали все жители Чехии, когда можно не просто выйти на улицу, а выйти эффектно с красивой стрижкой. Как отмечает Алдана Власакова, открытие салонов красоты для многих стало радостной вестью. Вся страна этого ждет, все ходят заросшие,
Поэтому сегодня наверняка все парикмахеры радуются. Девушка родом из Усть-Алданского Улуса. В Чехии живет уже 6 лет. В этом году она вместе с семьей планировала поехать на малую родину, но ступить на российскую землю, по всей видимости, удастся еще не скоро. Власти Чехии опасаются новой волны эпидемии и пока не торопятся открывать границы. Как только действительно по всему миру снимут положение, я бы хотела все-таки поехать домой. Даже если не успеваем на ЮГЭХ, то я бы хотела поехать домой, увидеть маму в этом году. Отложила свою поездку и якутянка Виктория Горохова. Вместе с семьей она живет во Франции. Республика спустилась на 6-ю позицию в рейтинге стран по количеству зараженных коронавирусом. Но режим ЧС во Франции еще действует. Франция, в общем, сейчас идет на поправку. Все это благодаря медицине, самоизоляции и мерам профилактики. С 11 мая начали работать некоторые предприятия, люди вышли на работу. Но многие еще остаются работать дома удаленно. Но государственные границы все еще закрыты. 28 мая мы должны были вылететь в Москву, но нам перенесли рейс на 1 июня. Коронавирус повлиял не только на госграницы. Сообщения между российскими регионами также пострадали. Инженер-вахтовик, якутянин Чингис Бородеев добрался из Усинска в Красноярск на поезде. На весь путь молодой человек потратил более 4 суток. Обычно, если это был бы без пандемии, этот бы маршрут был через Москву, самолет Усинск-Москва, Москва-Красноярск. И заняло бы у меня бы, не больше суток. Так как сейчас у нас положение по минимизации рисков, чаще всего авиакомпания отменяет эти рейсы. Я, возможно, куплю билет до Иркутска и с Иркутска уже прямым рейсом полечу до Ленска. По всей видимости, коронавирус навсегда войдет в историю как самая сильная инфекция, заставившая людей во всем мире держать дистанцию, прикрывать лицо и сидеть дома. По приезду в Якутию Чингис также пробудет на 2-недельной самоизоляции. Мера вынужденная, но необходимая. И снизить контакты означает локализовать ковид. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Красноярск, Чехия, Франция. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.